На сегодняшний день повестка такова, что изменение климата вынуждает человечество переходить к возобновляемым источникам энергии и переходить на зеленую экономику. И сегодня у нас в гостях специалист по изменению климата Центра климатического финансирования Бекнур Маратбеков. И мы поговорим о зеленой экономике в Кыргызстане и о возобновляемых источниках энергии тоже само собой. Здравствуйте, Бекнур Маратбекович, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся не в первый раз и говорим на эту тему. Расскажите, пожалуйста, вот с последней нашей встречи, когда мы говорили о том, что сейчас продвигается инициатива для перехода Кыргызстана на зеленую экономику, что с того момента изменилось и какие перспективные направления определены в зеленой экономике на сегодняшний день? В целом, за последние годы, как вы уже замечаете, наш энергосектор сильно подвергается к рискам, именно с точки зрения от последствий изменения климата. Так как у нас наш энергосектор более 92% производит электрическую энергию от источников генерации, от гидроэлектростанции, мы ежегодно подвергаемся таким маловодным периодам. Вот это маловодный период где-то циклично, где-то около 5-6 лет повторяется. И каждые 5-6 лет, если так не секрет, что мы вспоминаем о необходимости внедрения возобновляемых источников энергии, которые более-менее независимы и более устойчивы к последствиям изменения климата. Поэтому последние 2 года уже перед Кабмином стояла большая задача по инвентаризации законодательной базы. Там были некоторые барьеры, которые не позволяли таким или иным образом частному сектору, в том числе внутренним и внешним инвесторам, так сказать, оперативно реализовывать свои проекты. Так вот, буквально со второго полугодия 2021 года перед министерством, вновь образованным министерством природных ресурсов, стояла задача по упрощению процедур предоставления земельных участков, по предоставлению земельных участков для строительства объектов ВИЭ, в том числе и малых ГЭС, и ветроэлектростанций, солнечных станций. И сейчас это у нас новое направление теплоснабжения на основе геотермальных технологий. Вот. В рамках вот этой работы первая половина 2022 года мы в первую половину уже хотим запустить новую инициативу. Инициатива называется «Предоставление всех документаций расширительных на принципах единого окна». То есть это как происходит? Допустим, если инвестор приходит со своими средствами, с идеей построить, так сказать, источник, реализовать проект по использованию ВИЭ, сокращенно, то на площадке Министерства природных ресурсов мы создаем принцип единого окна, который будет реализовывать, начиная от подачи документа, согласования всех расширительных, строительных, в том числе и технологического присоединения к национальным сетям процедуры. И итогом документа является, так сказать, расширительный документ, который будет давать право, статус субъекта ВИЭ. То есть здесь все риски отпадают, и сама оперативность согласования она будет намного выше, чем нежели мы наблюдали до этих лет. Вы сказали, что в начале нашего разговора, да, но это факт на самом деле, что практически 90% источников энергии у нас в стране, они от гидроэлектростанций исходят, но гидроэлектростанция это же тоже своего рода ВИЭ, возобновляемый источник энергии. И еще вы сказали о том, что в связи с изменениями климата у нас периодически происходит такой период спада, да, по выработке электроэнергии, как это случилось, например, в прошлом году и 7 лет назад. Насколько новые ВИЭ, да, о которых идет речь, это ветроэнергия, солнечная энергия, насколько она защищена от подобного рода угроз? Или если мы будем их использовать в комплексе, так или иначе? Да, мы сначала должны уяснить тот момент, что более 90% генерации электрической энергии на территории страны, она является зеленой, да, то есть гидроэлектростанции и энергия воды, она само по себе зеленая. Для этого, чтобы мы поделить традиционную энергетику от возобновляемой, законодательно разделили гидропотенциал на 3 направления.
Микрогенерация — это маленькие объекты генерации до 500 киловатт. Это в основном используют для собственных нужд. От 500 до 30 мегаватт это у нас считается малая энергетика, гидроэнергетика. Как раз таки вот от 500 киловатт до 30 мегаватт мы относим к возобновляемым источникам энергии. А все, что превышает 30 мегаватт, это уже является как бы для нас традиционной энергетикой. Поэтому, да, то, что вы говорите, другие направления, да, на сегодняшний день у нас уже есть такие, так сказать, первые ласточки в этом направлении. Мы планируем реализацию большого проекта мощностью 300 мегаватт. Это будет строительство солнечной станции на территории Сокольской области. Торайкер, Айлукмету предоставили землю площадью более 470 гектаров. Проект будет основан на основных принципах, которые на сегодняшний день действуют законодательство. То есть, мы предлагаем вариант реализации государственно-частного партнерства. На сегодняшний день уже образована рабочая группа из числа Центра по государственно-частному партнерству, из числа представителей Министерства энергетики, и все это будет реализовываться на площадке Министерства природных ресурсов. Вот, в целом направление такое. Эти виды, они намного устойчивее, потому что если мы будем каждые 5-6 лет сталкиваться с маловодным периодом, то у нас надо учитывать тот момент, что ежегодно растет и потребление. То есть если в 2000-х годах нам хватало той генерации, которая была на тот момент, и буквально за 20 лет мы особо и не увеличили свои мощности, но при этом ежегодно наблюдается 5-6% рост потребления. Поэтому мы уже как бы должны всесторонне и разносторонне подходить к этому вопросу. И все инициативы, которые поднимаются частным сектором, частным бизнес-сообществом, мы должны создавать условия тем, что и мы занимаемся на сегодняшний день. Как я понимаю, зеленая энергетика, она же высокотехнологичная, зеленая экономика, прошу прощения. Это же, по сути, насколько я понимаю, может, я не прав, вы меня поправьте, если что, это высокотехнологичная экономика, построенная на современных технологиях, на информационных сетях. И с другой стороны, вот для меня это немножко такой момент, да, диссонанса, то, что мы стремимся к зеленой экономике, к высокотехнологичной экономике, но она же требует дополнительных мощностей, она потребляет большое количество электроэнергии. Да. И при этом, как я полагаю, нам на помощь приходят как раз-таки ВИА, солнечные электростанции, ветровые электростанции. Помимо вот того, что я сказал, да, какие еще варианты зеленой экономики вы рассматриваете от Министерства природных ресурсов совместно, может быть, с, например, Министерством экономики? На сегодняшний день есть много инициатив, которые направлены на ресурсоэффективность всех направлений. Это в том числе есть инициатива по созданию фонда энергоэффективности, энергосбережения, где будут аккумулироваться средства определенные, которые будут направлены именно на энергоэффективные меры именно в жилом секторе, в строительном секторе. Это что означает? Это означает то, что все дома, которые будут строиться, они должны пройти энергоаудит, от фундамента до крыши, так скажем. И там специальные такие требования, которые не позволяют энергоемким объектам получить разрешение. Так как любой бизнес, он должен в первую очередь начать с экономии, а экономия — это как раз таки ресурсоэффективность и эффективное использование всех видов ресурсов. Так, это одна инициатива. Вторая инициатива — это у нас уже, я как говорил, принцип единого окна. Третье направление — это сейчас мы рассматриваем вариант внедрения геотермальных технологий. Это в двух словах я расскажу. Это очень интересная тема, так как, насколько мы все свидетели, каждую зиму мы наблюдаем большие выбросы вредных веществ. И в основном источники — это частный сектор. Учитывая все вот эти моменты, мы договариваемся с местными поставщиками этих технологий. Есть местные ребята, которые смогли несколько раз удешевить вот эти дорогостоящие технологии геотермальные. Допустим, на сегодняшний день, если мы, учитывая все вот эти жилмассивы, которые были вновь образованы за последние 20 лет, переведем с твердого вида топлива, то есть с сжигания угля на экологически чистые источники, такие как геотермальные технологии,
то выбросы будут намного ниже, чем на сегодняшний день мы наблюдаем. И с другой стороны, это будут, как сказать, более такие независимости от национальных электросетей. Потому что, как вы знаете, основная часть населения использует электроэнергию на отопление. Да. А вот этот вид технологий, он как бы независимость от внешних сетей. И хоть 365 дней в году может снабжать, предоставлять теплоснабжение. А геотермальные источники энергии, это, насколько я понимаю, источники энергии, если вот совсем упрощать, это энергия, получаемая от тепла Земли, да? Если вдруг кто не знает, то ядро Земли это состоит из раскаленного металла, если не ошибаюсь, то и чем ближе к поверхности, тем она остывает больше, но учитывая, что мы находимся в горной стране, мы на стыке плит, и у нас вот эти источники геотермальной энергии находятся достаточно близко к поверхности, и их можно вот разрабатывать и развивать в том направлении, о котором вы говорите. Да, в этих технологиях используются такие ноу-хау технологии, такие, которые как именно путем физика, да, скажем, путем сжатия, разжатия воды выделяется тепло, которое передается теплообменнику, а теплообменник в свою очередь греет воду. Вот такая технология, и от этих технологий, так сказать, вредных выбросов совсем не будет, и это будет очень хорошо, если мы охватим большую часть частного сектора, и я думаю, что в течение 2-3 лет мы уже можем показать существенные изменения именно с точки зрения выбросов. Если не ошибаюсь, такие источники тепла активно используются, например, в Исландии, да, где очень маленький выброс вредных веществ в атмосферу, учитывая, что это очень холодная страна на самом деле. Да, все правильно, все верно, потому что мы уже как бы убедились за последние 2-3 года, эта компания, организация местная, которая смогла удешевить технологию, они уже на своем опыте около 100 абонентов уже как пилотный проект запустили, и уже вторую зиму успешно прошли. У нас есть термин как осенне-зимний период, да? Они успешно прошли, и этот опыт мы сейчас хотим уже более расширенно использовать во всех секторах, частном, и в том числе и промышленных зонах. И есть инициатива также перевести городские школы, которые топятся твердыми видами топлива, да, углем и в том числе мазутом. Вот, хотим также пару пилотных проектов сделать, чтобы попробовать уже более такие общественные здания перевести на эти данные виды чистых технологий. Спасибо вам большое. Судя по тому, что вы говорите, мы все активнее и активнее приближаемся к тому, чтобы реализовывать эти инициативы, о которых вы говорите, и, надеюсь, в ближайшее время они успешно будут реализованы. Я напоминаю нашим зрителям, что мы говорили о переходе на зеленую экономику и возобновляемые источники энергии. В следующей части нашей программы мы поговорим о практической реализации ветровой энергии, проектов по ветровой энергии в нашей стране. Оставайтесь с нами.